Чего? Не, ну как маленькая. Давай, вот так. Вот молодец. Фатимочка? Фатимочка? Давай сюда, Сонечка. Давай, не носки рано, давай. Давай. Ничего. Такие все красивые, кокетничаете, ну вас. Конечно. Так, Фатиму во весь экран, ладно. Сергей Евгеньевич обязательно. Значит, 3-я и 4-я школа рядом вместе. Это исторический момент. Давай. Молодец. Очень направо. Да. Без слов, хорошо, Антонина? Лидия Трофимовна нашла? Так, где? Ну, ищи-ка быстренько. Вот сейчас стояла. Сейчас прям, да, стояла? Да. Наступаю с ним. Так, внимание, товарищи родители, отойдите за вторую черту вот туда подальше немножко. То же самое, как справа, так и слева. Вот здесь не надо толпиться возле. А ты, Трофимовна, поищи потом. Здравствуйте, дорогие товарищи, дорогие выпускники, родители, учителя. Сегодня мы проводим наш традиционный городской общешкольный вечер выпускников. Друзья, напротив приглашаются выпускники средней школы номер 1. Их всего 48. Их на золотых медалях закончили 8 человек. На серебряную закончили. Главное, потрудились остальные ребята. Среди выпускников средней школы номер 1 идет чемпион по вольной борьбе. Чемпион европейских чемпионатов. Поприветствуем Киплеева Султана. А девочки выпускного класса останутся в памяти своей школы навсегда. Как активные участницы самодеятельности, радовавшие вслух своим прекрасным пением. Товарищи родители, была большая просьба, остановитесь немножко, не надо сюда выходить близко очень. Ставятся питомцы средней школы номер 2. 38 молодых юношей и девушек, веселых, задорных, умеющих не только хорошо учиться, но и отдыхать. Надолго останутся в памяти школы организованные выпускниками вечера отдыха, концерты, конкурсы, КВНы. 6 человек средней школы номер 2 закончили школу на серебряные медали. Многие из них не раз защищали честь школы в спортивных соревнованиях, добивались отличных результатов. Это Хасанов Мурат, Айдинов Казим, Кусикеров Рустам, Станова Инна. Не раз занимали призовые места в городских олимпиадах по различным предметам. Басанова Лаура, Куликов Андрей, Кипко Мария и Байрамукова Луиза. Мы надеемся, что и дальше они вместе будут продолжать традиции школы жизни. Это интернациональная, дружная семья ребят и девушек, организаторов всего самого интересного в школе. 6 из них сегодня получат золотые и серебряные
11 золотых и 6 серебряных медалей. Сегодня на их счету. Каждый из выпускников средней школы номер 4 – личность. Об этом говорят их дела. Как не поздравить Спиридонова Бориса, Ильину Ольгу, Обогатилу Зарему, Ульянова Хамзата, которые уже стали студентами нашего института. А Чамаев Аслан успешно сдал экзамены в Пятигорский институт иностранных языков. Как не гордиться Казанчиковым отрядом, который вчера на протяжении 3 лет занимал первые места на городских олимпиадах по физике. А в 1990 году он занял призовое место на Всероссийской олимпиаде в городе Орле. Как не гордиться Волкодаровой Лейлой, Танковой Татьяной, Исгеевой Марьям, Ваковой Землей, Айдиновой Мадиной, которые наряду с отличной учебой в школе сочетали успешную учебу в музыкальной школе, а Спиридонова Таня и Стрюкова Наташа в художественной школе. Не раз занимали призовые места на городских олимпиадах по различным предметам. Это Яртабаева Лаура, Ильзаева Лейла, Худиева Анжела и Аксиев Тимур, Тюмаев Марат, Яртабаева Светлана, Семенова Софья. Ребята этого выпуска – активные участники смотра художественной самодеятельности, литературных вечеров, Красный Эдуард, Семирова Тамара, Сергеев Мурат и Баласиева Рита, Бабинчик Аня и Каркач Рита, Иванова Анжела и Зуев Сергей и многие другие. Нам хотелось бы, чтобы вы знали, что нашу радость разделяют сегодня и спонсор нашего сегодняшнего торжества, инструментальный завод нашего города, директор завода Азаренко Вячеслав Николаевич. Во все времена люди помнили своих героев, преклонялись перед их мужеством. Дорогие выпускники, вас пришли поприветствовать и поздравить с окончанием средней школы наши гости. Разрешите предоставить слово председателю Совета народных депутатов нашего города, товарищу Кайчуеву Рамазану Исмаиловичу. Дорогие выпускники, дорогие учителя, дорогие родители, для всех сегодня самый светлый и самый счастливый день. В течение 10 лет мы вели наших детей, я тоже являюсь родителем, отец выпускницы. 10 лет мы вели их к этому счастливому и доброму дню, когда они должны пришли здоровыми, сильными, красивыми на барьер уже взрослой жизни. Как они подготовлены, как они дальше будут жить, в большей степени уже будет зависеть от них самих. Дорогие ребята, вы в своей жизни прослушали более 20 тысяч звонков, так подсчитали специалисты ГОРАНО. Были звонки разного характера. Звонок на первый урок к первой учительнице с букетом цветов. Был звонок, который прерывал 45-минутный интереснейший урок. Были звонки, которые приглашали вас на каникулы. И вот недавно прозвучал последний звонок. Еще раз говорю, последний звонок, который вас ставит в разряд уже взрослых людей, которые отвечаете за свои дела, за свои поступки, за все, что в жизни человек может достичь. Вас ждут наши предприятия, предприятиями за пределом города. Вас ждут учебные заведения. Большинство из вас уже, видимо, сделали выбор. Очень хочется пожелать, чтобы то призвание, которое вы в себе определили за годы учебы, чтобы вы нашли. Вы живете в очень, выпускаетесь в очень сложное, неоднозначное, где-то даже, можно сказать, тревожное время. Очень хочется вам пожелать, чтобы вы не потерялись в этом водовороте, чтобы не озлобились,
чтобы чувство интернационализма и любви к соседу, любви к человеку, который рядом, всегда были с вами. В завершение позвольте, уважаемые ребята, еще раз, уважаемые родители, поздравить вас всех с этим светлым, чудесным и ярким днем. Добрый путь, дорогие друзья! Дорогие друзья, сегодня праздник не только выпускников, но и их мам, пап, бабушек и дедушек, которые тоже сегодня вместе с ними закончили школу. Я хочу предоставить слово маме Достаевой Люазе Аудитировне. Дорогие наши дети, уважаемые взрослые, родители, мамы, папы, бабушки, все те, кто сегодня имеет прямое отношение к этому волнующему дню. Посмотрите вокруг, какой хороший, добрый и теплый вечер. Я от имени всех матерей, всех родителей, всех детей, которые сегодня стоят на этой площади, хочу, чтобы нашим детям было в жизни так тепло, так прекрасно и так чисто, как сегодня на этой площади. Вы знаете, я необыкновенная мама. Я учила, преподавала и вела, и сегодня выпускаю 2 11 класса средней школы номер 1. И я как учитель, как мать, благодарна судьбе, что меня на этом пути столкнула жизнь с такими детьми, которых я сегодня выпускаю. Мои милые дети, Ася Барлакова, Саша Жовнер, Саша Белоконов, Герман Липкуев, Индира Касаева, Рутина Кайчуева, Фатима Эрсенова, Оля Трегицка, Светлана Кисеева и все те, которых бы сейчас я хотела назвать в этом списке, в этом длинном, между прочим, списке, все 43 моих милых выпускника. Я своим материнским сердцем, своим учительским теплом хочу, чтобы все в вашей жизни сбылось. Очень трудное время, когда мы выпускаем вашу жизнь. Каждая мать, так и я сегодня, хотели бы взять вашу боль, все те тревоги, которые выпадут на вашу долю, все те сложности, в которые спутает вас жизнь. Но так не дано. Каждому человеку дано прожить свою жизнь и сделать свой выбор. Я хочу, чтобы этот выбор был честным, справедливым, искренним. Помните, дорогие выпускники моей школы и всех остальных, мы благодарны вам за то, что вы есть. Мы благодарны всем учителям, которые растили вас, которые поставили вас на ноги и которые сегодня провожают вас в сложную жизнь. Мы с вами всегда. Я от имени всех родителей хочу в последнюю очередь еще, пусть меня извинят за это, что это в последнюю очередь, принести свою родительскую благодарность всем тем, кто имел какое-то отношение к работе школ. Это и работников ГРАНО, это и работников учреждений, которые помогали нашей школе поставить вас на ноги. Я благодарна вам, дети, еще раз. Добрый путь, пусть добро окружает вас. Помните, что теперь даже не красота изменит мир, а только доброта, искренность, которая вас всех переполняет. Спасибо. Итак, дорогие выпускники, школьные экзамены у вас. Итак, первая школа. Первая школа, внимание! Вопрос. Какие на вас взгляд качества характера
наиболее важны в ваших будущих профессиях? А ну еще раз, первая школа. 3, 4. Спасибо. Вопрос для средней школы номер 2. Как звучит на иностранных языках фраза «доброго пути»? Отвечаете на немецком, английском, французском и других известных языках. Погромче, погромче. И подружнее. Спасибо. Средняя школа номер 3. Слушайте внимательно вопрос. И ответьте дружно, хором. Какую главную мысль вы вынесли из школы, которая поможет вам в преодолении жизненных трудностей? Молодцы! Четвертая школа. Слушайте внимательно ваш вопрос. Что сказал бы Гамлет, закончив вашу среднюю общеобразовательную школу? 3, 4. Средняя школа номер 5. Что сегодня самое главное? Торжественное время. И слово предоставляется заведующему Горану Анжелине. Дорогие выпускники, уважаемые учителя и наши дорогие гости, я от имени областного управления народного образования и городского отдела народного образования горячо и сердечно поздравляю всех вас с успешным завершением школы и вступлением в новую жизнь. Дорогие мои друзья, сложная штука эта жизнь. Впереди у вас много будет трудностей и преград. Но ваше мужество будет заключаться в том, чтобы их успешно преодолеть. Дорогие родители, я вам признателен за то, что вы воспитали таких замечательных детей, патриотов, интернатских дети, день ото дня, из года в год приносили вам радость, любовь и уважение. Я хочу, чтобы они выросли действительно людьми, которыми гордились бы и город Карачаевск, и Карачаевский район, и наша Карачаево-Черкесия. Дорогие мои, я всех вас поздравляю с замечательным законом Российской Федерации о реабилитации репрессированных народов. Наконец-то на нашу землю в течение за 50 лет пришла радость, что карачаевский народ, как и другие народы, реабилитированы. Уважаемые друзья, но этот закон, декларация, а будет действительно праздник на нашей улице, если карачаевский народ получит свою государственность. Я уверен, что Верховный Совет Российской Федерации и наши депутаты начатое дело доведут до логического конца. Вам надлежит возродить культуру, искусство, традиции, свой родной язык. Путь вас обширен. Я поэтому призываю вас всех на радость своим родителям, на радость своего народа делать все для ее прославления. Добрый путь, дорогие мои друзья! Счастливо вам! Слово для зачтения приказа предоставляется Ерсиновой Раде Хусеевне. Приказ номер 51 от 18 июня 1991 года о награждении золотой медалью
успехи в учении и труде и серебряной медалью за успехи в учении и труде. По результатам проверки работ, представленных на городскую медальную комиссию, приказываю наградить золотой медалью за отличные успехи в учении и труде следующих учащихся общеобразовательных школ города и района. Средняя школа номер 1 Даттаева Анзора. Кайчуеву Руфину. Куркину Ингу. А мама, отвечай. Руфина Койчуева, подойдите к трибуне. Мы вам дали 2 аттестата. Кармазову Индиру. Одну она Ага, одну на всякий случай.